Белые бантики, разноцветные букеты цветов и торжественная линейка. В этом году первый звонок в школах Северной Осетии прозвенел 4 сентября. Теперь так будет всегда. В школе-интернате номер 4 во Владикавказе за парты сели 74 первоклассника. Среди них есть и особенные дети. Позади остался садик, беззаботные деньки. Скоро первые оценки, мы получим дневники. С 2008 года в школе-интернате обучаются дети с проблемами опорно-двигательного аппарата. Для них здесь созданы все условия. По программе «Доступная среда» установлен лифт, все коридоры оборудованы пандусами и специальными поручнями. Адаптирована и образовательная программа. Мы несказанно очень счастливы, потому что попали в самую лучшую школу страны, я считаю. Я должна вам сказать, что все на высшем уровне. То есть наши дети, которые, особенно дети учатся в этой школе, они себя не чувствуют особенными. То есть они социализированы. Дети, не выходя из школы, получают и дополнительное образование. После уроков ребята ходят на танцы, пение, шахматы, занимаются в театральном кружке. Конечно же, без помощи спонсоров мы не обходимся. Нам постоянно помогают спонсоры. Хочется поблагодарить их, и особо хочется поблагодарить Руслана Кузьмича Икаева. В течение 12 лет я знаю этого человека, и не было такого года, чтобы он не внес свою какую-то помощь. Мало какая школа может похвастаться таким изобилием спортивных площадок. Здесь можно заниматься футболом, играть отдельно в баскетбол, волейбол и даже бадминтон. Однако, чтобы этот объект появился на территории образовательного учреждения, не обошлось без помощи меценатов. Всего в школе-интернате обучаются 598 человек, 60 из них – дети с ДЦП. По словам директора образовательного учреждения Нины Течевой, каждому ребенку индивидуальный подход, а весь педагогический состав делает все, чтобы максимально социализировать особенных детей. Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.